Кто занимается добрыми делами? Какие организации? Ну? Нет, это понятно. А как вообще называются эти организации? Еще добровольные, я даю даже подсказку. Как добровольцы называются? Хто такія добраахвотнікі, чым яны займаюцца і навошта? Разабрацца ў ідэях дабрачыннасці школьнікам дапамагаюць валанцёры шматпрофільнага цэнтра дзяцей і моладзі і удзельнікі ваенна-гістарычнага клуба «Рубеж». З дапамогай касцюмаванай рэканструкцыі яны пераносяць дзяцей у далёкія часы, каб убачыць перадвытокі руху добрых спраў. Дарэчы, шматпрофільны цэнтр – партнёр адукацыйнага праекта. Што такое валанцёрства, яго выхаванцы ведаюць на практыцы. Наши дети – это наше завтра, это наше будущее. Мы считаем, что это очень важно, когда в мире очень много добрых людей. Вот. Они выбрали для себя направление именно патронирования социально-педагогического центра и коррекционно-развивающего центра. Важно именно это, не только финансовые какие-то средства, беседа, поддержка. Мы работаем в этом направлении, и в будущем мы планируем посещать также коррекционно-развивающий центр «Стимул» и планируем посещать отделение онкологического диспансера нашего Брестского. Брэсцкі абласны краязнаўчы музей уваходзіць у лік лепшых музейных устаноў краіны. Нестандартныя падыходы, якія тут практыкуюць, прыцягваюць да паліц тысячы наведвальнікаў. Музей нужно любить с детства. И то, что музей наше популярное и модное место, это уже знают все. И мы хотим, чтобы на наши призывы откликались наши горожане, чтобы они приходили на наши мероприятия. Ну и, естественно, показать ту широту работы, которую проводит многопрофильный центр детей и молодежи, потому что это действительно очень большой спектр различных кружков, объединений по интересам. Сустрэчы ў межах сумеснага адукацыйнага праекта «Актыўнае пакаленне» будуць праходзіць штомесяц. Арганізатары абяцаюць, будзе, як заўсёды, цікава.